Добрый вечер. В эфире Гуартыла. Мы продолжаем разговоры о тонкостях и перипетиях абхазского бизнеса с его наиболее интересными и яркими представителями. И сегодня у нас в гостях соучредитель компании, которая предоставляет интернет-услуги в Абхазии, «Система», Дмитрий Халбат. И мы начинаем. Добрый вечер, Дима. Спасибо большое, что пришли к нам. На самом деле мы очень рады вас видеть в нашей студии. Вы уже 12 лет, даже если я не ошибаюсь, занимаетесь именно вот этим делом. То есть предоставляете услуги интернет-провайдера в Абхазии. 12 лет назад, и насколько я вспоминаю, все-таки это было такое вот, еще такое неизведанное, неопробированное дело, да, вот только-только все подключались к интернету, только-только все начинали этим пользоваться. Кому пришла все-таки идея, почему вы занялись именно этим и вот в этой сфере? В первую очередь это привычка, учитывая, что часть из нас в тот момент закончила университет и знала, что такое интернет, доступный интернет, качественный. Вот. То есть вы уже были пользователями? Мы были, наверное, уже испорчены, в кавычках, хорошим интернетом, поэтому привычка и желание. Плюс к этому энтузиазм. Вот и вся причина создания нашего оператора. Так, как это произошло, ребят? Вот нам это нравится, мы это делаем, и давайте это Именно самое. так. Понятия не имели, как это делать, но было большое желание. И, наверное, именно это позволило нам реализовать все, что мы хотели. Так, подождите, я чего-то, может, не понимаю до конца, но как это все-таки происходит? Про оптоволокно мы знали, наверное, только из YouTube. Вот, никто не учился этому. У всех у нас, кто сегодня является соучредителями компании, понятие оптоволокно было такое образное. То есть все были по профессии совершенно другими специалистами, соответственно, на этом все и закончилось. Хорошо. А если я вас попрошу все-таки объяснить, что такое оптоволокно? Вы же понимаете, что не все все-таки до сих пор это понимают и представляют. Какие возможности оно дает? Очень грубо. Это кварцевые нити, внутри которых проходит свет. Свет несет в себе какую-то информацию. Какую? Это уже зависит от подключенного оборудования. И от той информации, которую оператор желает по ним передать. Какие сегодня еще есть альтернативы оптоволокну? Наверное, по качеству, по пропускной способности пока никаких. То есть это самое такое качественное и применимое, что может быть на сегодняшний день? Скорее всего, да. То есть идут разговоры о каких-то новых видах передачи данных, но пока альтернативы этому нет. Как вы все-таки набирали свою команду? Я что-то сомневаюсь, что 12 лет назад были такие вот специалисты, которые во всем этом разбирались и так далее, вообще учитывая специфику всей этой работы. Команда, наверное, это мы сами. То есть очень продолжительное время именно... А вы-то кто? Вы можете, кстати, сказать? Это группа энтузиастов, о которой я сказал. Хотя бы кто не по профессии, что они закончили, чем они занимались? Они математики, историки. О, даже историки у вас. Да, я сейчас, может, путаю немножко. Я, допустим, морской инженер. То есть профессии ничего общего не имеющие со связью, сказал бы так. И, соответственно, мы это люди, которые этим и занимались изначально. То есть, да, мы сегодня соучредители, сегодня мы уже можем себе позволить передавать кому-то ответственность и какие-то задачи к выполнению. Но на первом этапе мы все делали сами. Как вот этот круг учредителей у вас образовался? Это все-таки друзья, родственники были? Знаете, скорее нет. То есть изначально именно эта команда учредителей, да, она собралась по интересам. То есть была идея, которую группа лиц в количестве 4 человек обсудила между собой и, соответственно, приняла решение, что стоит попробовать. Вот так. Это раз, а именно сотрудники наши первые были набраны из числа студентов АГУ в количестве 3 человек, то есть работали с нами наравне. Наверное, какие-нибудь там выпускники физмата. Физмат, да, это был 5-й курс. Кстати, я абсолютно серьезно к этому отношусь, выпускники нашего физмата, они реально сегодня, не знаю, на всех этих IT-специальностях, IT-сферах, они вполне себя реализовали. Вы знаете, любой специалист IT, это в первую очередь, наверное, человек, который что-то хочет. Он должен быть, наверное, основная его задача быть самообучаемым.
То есть он может много чего знать, но если у него не будет желания, он ничего не добьется. То есть айтишник — это не столько образование, сколько твой способ мышления, да? И вот... Мы, ну, последние годы мы очень плотно общаемся со своими партнерами, друзьями извне, в первую очередь Российской Федерации, именно кто занимается аналогичными бизнесами в России. И у них именно самородки являются топовыми айтишниками, которые сегодня двигают их компании вперед. Поэтому люди, которые оканчивают институты связи, они, конечно, приветствуются, но практика показывает, что очень часто это не основная причина. Да. Скажи, пожалуйста, когда все-таки вы начинали, не сомнительная ли была все-таки перспектива? Конечно. Были ли риски? Хотя я, конечно, понимаю, что сегодня в Абхазии любой, кто начинает свой бизнес, вряд ли там расписывает весь бизнес-план там, хотя бы там, лет на 5, или там просчитывает риски, или что-то такое. Но все-таки вы как-то или все было по наитию? Как японцы говорят, с криком «банзай». То есть и вкратце, потому что именно так и произошло. То есть мы приблизительно оценили бюджет, а сегодня этот бюджет вслух даже говорить было бы стыдно. Ну, не стыдно, а смешно, наверное. И мы просто поняли, что чтобы хотя бы ублажить свои планы и свои идеи, надо попробовать. Ну, а потом мы уже просто не отступились, несмотря на все проблемы и все риски, как вы говорите. Все-таки решили довести дело до конца. Ну, и мы считаем, у нас получилось. И мы довольны тем, что мы не стали останавливаться. А каково было все-таки пробиваться именно на этом рынке в Абхазии? На первом этапе было, конечно, попроще, учитывая, что конкуренция была не такой серьезной. Все-таки ниша была более-менее свободна, это да, можно позволило так нам, да, ее частично заполнить. Это не было для вас таким первоочередным все-таки в выборе этой сферы деятельности, что еще не так уже это все заполнено? Скорее всего, да. Если бы эта ниша была заполнена, и у каждого из нас дома был бы доступный интернет, возможно, мы бы об этом не задумались. То есть нас подстегнула идея именно доступного интернета у себя дома. Это я по себе говорю, я знаю, мои партнеры думают так же. Где вы все-таки находили эти идеи для привлечения своих абонентов? На первом с чего вы начали? Да, на первом этапе мы все-таки, помимо того, что мы первые ввели такое понятие, как оптоволоконный провайдер, самое, наверное, было грамотное с нашей стороны, это ввести понятие безлимитного тарифа. То есть это сработало, на тот момент такого понятия в Абхазии не существовало, у людей была большая проблема с этим. Был интернет-голод, так сказать. И, в общем, такой маркетинговый шаг. То есть это когда, то есть это определенную сумму платишь и пользуешься интернетом? Была введена цифра, она, в принципе, сохранилась, мы как-то к этой цифре привыкли на протяжении 12 лет, и мы ее не хотели бы ни вверх, ни вниз не менять, не передвигать. И мы ее озвучили, и человек на эту сумму получал на весь месяц определенный объем трафика. Причем это было не ограничено по объему, по мегабайтам, была только скорость, и все. Хорошо. Чтобы лучше узнать все-таки, чем вы занимаетесь, мы посмотрим репортаж, который подготовил наш корреспондент Арда Джепо, и дальше уже еще раскроем скобки вашей работы. Хорошо. Не секрет, что первый оптоволоконный интернет-провайдер-система создает качественный продукт в условиях жесткой конкуренции. Они проводят интернет в дома, продают приставки для IPTV, устанавливают камеры наблюдения. При абсолютно технической сфере деятельности творческая команда интернет-провайдера-система креативно предлагает абонентам услуги компании, продвигая их на страничках, созданных в социальных сетях. Активно ведя страницу в Instagram, они сообщают своим абонентам о новинках компании и привлекают клиентов. Отличает систему от конкурентов то, что они всегда на шаг впереди. Они дарят бесплатно ТВ-приставку абоненту при подключении с условием, что он вносит абонентскую плату за 5 месяцев. А еще они первые, кто запустил свой собственный онлайн-кинотеатр и периодически в социальных сетях загружают обзоры на фильмы. Эти обзоры вызывают широкий интерес и пользуются популярностью среди киноманов. Намеренно не раскрываю остальную часть сюжета. Это вы должны увидеть сами. Фильм снят при поддержке Минкульта России. И я в шоке. Они не распилили бюджет, нет. Они вложили бабосы в будущий киношедевр. Сбой системы? Это у них там сбой. У нашей системы сбоев не бывает.
Помимо обзоров на русском языке, совсем недавно появились обзоры на абхазском языке. А режиссер Алаш Сиратысхыз Баран Бо Одар. Обсушил Хозер Тых Бо Одар. Ярари сериала для режиссеру, до сценаристу, век до продюсеру. В работе системы прослеживается политика поддержки развития абхазского языка. Кроме этого, они поддерживают еще несколько социальных проектов. Например, установка камер видеонаблюдения для ГАИ на дорогах, установка камер видеонаблюдения в школах. Система установила камеры видеонаблюдения по Сухуму в местах массового скопления. У абонентов есть возможность в режиме реального времени следить за тем, что происходит, например, на площади Вакапша. В работу система вкладывает смысл. Вместе с интернетом они проводят в дом каждого из нас возможность получить дополнительное образование, провести, не выходя из дома, качественный досуг, узнать мир и развиваться, не отставая от времени. Большое спасибо. Пожалуйста. Да, действительно, без интернета уже трудно представить нашу с вами жизнь, конечно же. Но очень много аспектов Арда здесь затронула. Давайте так по порядку начнем. Вот о социальных проектах тоже она здесь говорила. Вот как вот это вот, ну, это доступно из всех ваших вот рабочих аккаунтов в сети, что вы помимо вот оказания услуг провайдера еще реализуете вот социальные проекты. Это вот как раз вот эти вот камеры по всему городу, и не только в Сухуми. Вот. А в школах интернет бесплатный на набережной, в парках, да. Ну, там еще есть, конечно, такое, как вот тут говорилось, что обзор на абхазском языке. Об этом мы еще чуть позже поговорим. Это я так на закусочек, на десерт оставлю все-таки. Что вот это все для вас? Вот те же камеры. Вот почему вы начали это делать? Ну, изначально родилась идея онлайн-камеры. Это приблизительно, сейчас могу соврать, года 3-4 назад, в частности, пост ПСО. На тот момент востребованность Абхазии в плане туризма была очень высокая, и это создавало большие проблемы перехода через этот пост. Вот. И в связи с тем, что на посту скапливались очень большие пробки, иногда многокилометровые, очень многим было интересно узнать в режиме онлайн, что там происходит. Соответственно, родилась идея установки там камер, чтобы человек имел возможность воочию убедиться, есть смысл вообще ехать туда или, наверное, стоит все-таки обождать. И люди стали этим пользоваться. Да, это было действительно очень востребовано. Мы это увидели, соответственно, тут уже, наверное, логично было бы эту идею продолжить. Ну и тут параллельно встал вопрос еще о возможности повысить таким образом безопасность нашей страны. Тут вопросов было два. Это профилактика правонарушения в первую очередь. Ну и, соответственно, в случае, если, не дай бог, как бы происходило какое-то правонарушение, чтобы мы могли помочь правоохранительным органам в оперативно-розыскных мероприятиях. Тоже, сейчас я, наверное, не вправе комментировать и обсуждать эти моменты, но поверьте, как бы польза от них очень высокая. То есть мы сегодня напрямую и очень плотно сотрудничаем с правоохранительными органами. Ну и мы считаем, что таким образом мы, учитывая, что мы все-таки патриоты своей Родины, вот, а я, кстати, хотел бы заметить, что состав учредителей нашей компании сугубо из патриотов. И, наверное, как это вы определяете? Ну, в первую очередь, наверное, что мы создали компанию без каких-либо иностранных инвестиций и привлечения каких-то инвесторов. Мы не против вообще, да, этого, но тем не менее мы этим гордимся, что мы смогли сами, и на сегодняшний день мы продолжаем эту традицию. Вот. Соответственно, благодаря вот именно проекту безопасного города, мы его так назвали, мы сегодня очень хорошо помогаем. То есть на сегодня нашей компании установлено уже свыше 500 камер по территории всей республики. В общем, они состоят как из онлайн-камер, так и из камер, которые мы устанавливаем по просьбе правоохранительных органов. Ну, если говорить об онлайн, вот буквально на днях мы установили камеру еще и на посту Ингур, чтобы наши жители могли воочию наблюдать, что происходит. Кто переходит, и что там, происходит. да. У нас очень много появилось сознательных граждан Абхазии, которые
делают это постоянно, поэтому мы им решили дать эту возможность. Ну вот в репортаже тоже вот видно было, там можно было вот воочию, там онлайн наблюдать, допустим, как на набережной там ЕС Сухум разбирают, ну и все, что происходит в республике. То есть это вот кроме интереса, вот просто, я имею в виду для жителей, вот вы сказали, с правоохранительными органами вы сотрудничаете, а просто вот давать это вот доступ всем это смотреть, это как бы, ну не знаю. Ну, Нет ничего, никаких... онлайн-камеры в основном установлены не в местах каких-либо там, скажем Секретных, так, да? секретных, да, чтобы как-то помогать там в профилактике, ну и впоследствии в раскрытии каких-то преступлений. А они призваны дать возможность как и гражданам нашей Родины, так и за ее пределами любому человеку наблюдать за красотами нашей республики. То есть здесь... Я думаю, мы ничего не нарушаем, и если вы зайдете на наш портал, вы можете убедиться в этом. В основном это обзорные камеры, расположены в наиболее примечательных местах столицы, да и не только столицы, но и на территории всей республики. Вы еще предоставляете вот такие услуги, ну, камер, допустим, там в школах, да, в образовательных учреждениях. Мы на сегодняшний день для себя поставили задачу... Как это воспринимается? Люди понимают вообще необходимость этого? Конечно. Ну, тут, правда, бывают ситуации, мы это делаем все бесплатно, то есть все сделано за счет сил и средств нашей компании. Основная задача — это дать возможность школам, детским садам и всем дошкольным образовательным учреждениям получить доступ в интернет. Но тут, наверное, с нашей стороны подоплека еще другая. В планах у нас сотрудничать с Министерством образования. Нам очень интересно, допустим, участвовать в таких проектах, как электронный дневник. Он сегодня, ну, во всем мире он очень востребован. Я думаю, что и в Абхазии это придет. И причем, если не с нашей помощью, то правительство все равно как бы, ну, решит заниматься этим проектом, потому что иметь картину воочию онлайн об успеваемости наших учеников, как и с малого возраста, ну и, соответственно... Так, успеваемость — это, по-моему, уже что-то другое, да? Это какой-то другой проект? Электронный дневник. Сегодня его нету, это как бы посыл. Почему? Где-то уже есть это? Вы какой-то В Абхазии пока нет. Ну, понятно, что в Абхазии нету. Это вообще в мире это используется сплошь и рядом. То есть, ну, это немножко нагрузка для преподавательского состава, но тем не менее для выявления, скажем так, талантливых учеников и какая-то поддержка в будущем в виде предоставления им льготного обучения, там, не знаю, тех же лимитов в различные вузы, ну, в Российской Федерации в первую очередь, наверное, приоритетным будет именно для тех учеников, которые в течение всех 11 лет себя проявили как достаточно грамотные и преуспевающие в обучении дети. То есть это любой может зайти, посмотреть, да, вот, а какая вот у нас успева. То есть это может сделать и родитель. Родитель и в первую очередь, конечно, но, наверное, тут не нам решать об уровне доступа, просто мы планируем создать эту платформу, а там уже министерству, наверное, будет виднее. Ну, родитель, скорее Ну вот я всего. про это и говорю, если, допустим, будет необходимость министерству выявить там, допустим, да, там более успевающих там детей, более талантливых детей, то есть именно вот по вот этой вот... У них будет эта возможность, да, чтобы не было ни подтасовки оценок, ни каких-то прочих манипуляций. У них будет возможность именно отследить это, начиная с 1 класса. Вы уже о таком-то предлагали? Пока С кем-то нет. уже говорили? Тут, наверное, я сейчас немножко больше, чем надо, рассказываю, да, но мы пока к этому готовимся. Но это просто одна из причин, почему мы собираемся обеспечить связью в итоге все школы Абхазии. Ну и тут, наверное, еще надо все-таки обратить на тот факт, что все-таки коронавирусная инфекция и так называемая пандемия, она пока никуда не делась, и вы знаете, что последние 2 месяца школьных, они фактически... Ну, уже там даже больше, чем 2 месяца. Да, то есть дети вынуждены были досрочно уйти на каникулы, и что нас ждет в сентябре, пока никто не знает. Хорошо. Кстати, вот тут и очень большие споры и в связи с этой пандемией об онлайн-образовании. В этой связи вы могли бы, допустим, если хотя бы частично как-то это будет применяться? Но моя позиция и позиция, ну, всей нашей команды, мы, конечно, категорически против. То есть разрушать вот этот социум, да, извлекать детей из социума и
воспитывать их, не знаю, в одиночестве, да, приучать их вот к этому образу жизни, мы категорически против. Но, к сожалению, если придется, да, если вот пандемия, ну, вплотную подойдет к нашим границам, наверное, все-таки, если выбирать между социумом и, наверное, образованием, мы, наверное, все-таки согласимся с этим, ну и мы будем к этому готовы. Кстати, вот раз уж мы заговорили о пандемии, вот в этот период кризисный у вас нагрузка не увеличилась на... Увеличилась, конечно, она не только весь мир коснулась, но и нас. И учитывая, что с марта месяца в Абхазии проводились карантинные мероприятия, большинство населения проводило все это время дома, нагрузка увеличилась в разы, а на некоторых сервисах, таких как кинотеатр, она практически там, в 10 с лишним раз увеличилась. Мы, конечно, испытали... Ну, эта актуальность, связанная с пандемией, она пока еще остается, к сожалению. Вы готовы? Вот, знаете как, если мы что, не дай бог, но... при таком скачкообразном росте нагрузки, мы, конечно, на своем опыте мы убедились и, наверное, выявили те слабые узлы и постарались их нивелировать. То есть на следующие, не дай бог, карантинные какие-то мероприятия мы, наверное, все-таки уже подготовились. Понятно. Дим, вот очевидно, что конкуренция стимулирует, да, предпринимателей вот, изощряться для борьбы за клиентов своих. Что сегодня вот становится определяющей для вот, абонента в Абхазии при выборе провайдера, на ваш взгляд? Ну, наверное, в первую очередь это сервис. Это время реакции на заявку абонента. И вот именно, наверное, на это все мы обращаем самое главное внимание. Я думаю, факт доступности и наличия самого интернета, он уже, наверное, не столь актуален, как 12 лет назад. Вот сегодня именно сервис. Нам кажется, что это самое главное. Так, ну а насколько все-таки вот этот рынок предоставления интернет-услуг сегодня вот заполнен в Абхазии? Есть ли у кого-нибудь еще шанс появиться рядом Вы с вами? знаете, я думаю, что очень плотно сегодня он заполнен. Проникновение именно интернета в Абхазии, благодаря всем нам, но я про операторов говорю, он ну, достаточно высокое. Поэтому говорить о том, что кто-то сегодня не имеет возможности этим пользоваться, ну, наверное, только если единицы в каких-то очень отдаленных регионах. А есть ли у вас вот в дальнейшем вот, вообще в планах расширения услуг своих, ассортимента услуг, ну именно платных, я имею в виду? Вы знаете, вот, за прошедшие, не знаю, наверное, 3-5 лет мы стараемся делать немножко по-другому. Мы наполняем то, что мы сегодня предоставляем абоненту, да, основные свои тарифные планы, мы стараемся их наполнять дополнительными услугами. То есть речь не идет о повышении тарифных планов, а речь идет о дальнейшем, опять-таки, наполнении существующих. Но, я думаю, вдаваться в подробности я не буду. И тут вопрос, наверное, все-таки коммерческой тайны. Очень многие пользователи именно интернета, ну, я, конечно, не профессионал, профан в этом деле, но в любом случае очень многие все-таки слышу, что жалуются там, на скорость интернета и так далее. Вот есть вообще перспективы увеличения этой скорости и предоставляемого вами интернета? Или на сегодняшний день это вот... Вы знаете как, наверное, нет. На сегодняшний день интернет, он тяжелеет, конечно же. То есть если в прошлом тот же Яндекс, загрузка одной страницы это были килобайты, то сегодня страничка может там достигать нескольких мегабайт, а то и больше. Но учитывая скорости, которые даем и мы, ну и наши оппоненты, коллеги по цеху, так сказать, наверное, этого вполне достаточно. В основном причины всегда локальные. Тут не буду скрывать, что мы тоже не святые, иногда бывают причины, связанные и с нами, но и зачастую они происходят по вине абонентов. Но, тем не менее, мы стараемся на все причины и на все проблемы реагировать и по возможности как можно быстрее их решать. Ну, несмотря на специфику любого бизнеса, у нас есть такие вопросы, такие общие для всех предпринимателей. Это вот о тех сложностях, с которыми сталкиваются наши предприниматели при ведении бизнеса в Абхазии. У вас, вот, учитывая вашу специфику, какие именно у вас сложности? С чем они связаны?
такой провокационный вопрос, но постараюсь как-то вот попроще ответить. Но у нас и ответы тоже, знаете, такие общие тоже. В принципе, такие проблемы для всех одинаковые, несмотря на специфику. Ну, я такие уже выводы делаю. У нас уже 3-я передача. Ну, я сейчас постараюсь обозначить наши основные проблемы. В первую очередь, конечно же, на первом этапе при становлении оператора, учитывая, что все-таки большая часть оборудования и программного обеспечения, которым мы пользуемся, это оборудование иностранного производства. И напрямую это было связано с ограничениями, учитывая наш статус нашей республики на международной арене. А на сегодняшний день, в принципе, как-то получилось победить все эти проблемы и достаточно легко их обходить. Вот. Ну, конечно же, существуют проблемы административного характера. Но там, в частности... Ну, вы можете конкретно сказать хотя бы ради тех предпринимателей, которые вот начинающих, вот чего им бояться, на что обращать внимание? Ну, я, наверное, все-таки аналитику проводил бы на уровне каких-то структур государственных, да, которые должны отвечать за создание, наверное, комфортного климата для предпринимателей, чтобы поддержать в первую очередь малый и средний бизнес. Вот, наверное, тут все-таки правильное распределение и административного ресурса, не препятствие, да, существованию, то есть создание равных прав для всех участников рынка, это не только связи касается, но и всех остальных. Ну и, наверное, все-таки доступность кредитования. Понятно, что мы слушаем отчеты и Нацбанка, и прочих финансовых институтов нашей страны, но, тем не менее, у нас есть свое видение по этому поводу, и мы считаем, что доступ к тем возможностям, которые сегодня существуют в нашей республике, он должен быть равномерно распределен между всеми участниками. Наверное, это самые основные проблемы, а обо всех других все-таки, наверное, на другой площадке надо обсуждать. Ну, а вот какая ваша история кредитная? Вы вообще без этого обходитесь? У нас были микрозаймы, и сегодня существуют, но, вот, наверное, то, чего бы мы желали, сегодня у нас доступа к этому нет. С одной стороны, наверное, это и плюс, потому что мы ничем не обременены. Не, ну, естественно, если вы без кредита можете сделать там свой бизнес, это понятное дело. Что, а возможно ли это сегодня в Абхазии? Что? Как видите, возможно. То есть частично, не всегда, конечно, бывают случаи, прецеденты, о которых мы знаем, которые не всегда, скажем так, хорошо заканчиваются. Но, тем не менее, на нашем примере могу сказать с уверенностью, что да, это возможно. Тут, наверное, существует еще, при всей нашей заинтересованности и желании работать с самого начала, наверное, доля удачи, она существует. То есть мы, наверное, очень удачно попали в определенное место в определенное время. Сегодня, я думаю, с теми инвестициями, которые мы изначально использовали для запуска своего бизнеса. Вряд ли что-то сделаешь. Я думаю, я даже не знаю, чем можно заняться, чтобы что-то реализовать. Поэтому здесь, наверное, надо поддерживать своих, не знаю, бизнесменов, предпринимателей, чтобы как-то поддержать их к росту. Хорошо. Мы вот сейчас подошли как раз к самому такому приятной для меня части нашей программы. Я сейчас объясню, почему. Вот как раз Арда тоже в своем репортаже говорила об онлайн-кинотеатре. Кстати, как вот эта идея возникла онлайн-кинотеатра? Почему? Ну, наверное, тут спасибо конкурентам надо сказать, что нас вот эта конкуренция подстегивает к дальнейшему росту и не дает возможности, скажем так, останавливаться, чтобы в итоге весь наш бизнес в стагнацию не ввести. Но помимо самого интернета мы хотели бы, ну и желание оно не пропало, позиционировать свою компанию не только как интернет-оператор, но и как оператор, который предоставляет много видов услуг. В частности, учитывая опыт наших коллег извне, мы поняли, что это очень востребовано. Тут, наверное, вот эта ситуация наша политическая, да, что Абхазия, она не признана международным сообществом, нам частично сыграла на руку. И у нас появилась возможность, учитывая отсутствие авторских прав, запустить свой кинотеатр. В принципе, мы себя изначально позиционировали как кинотеатром, который дает качественный контент с хорошим звуком. Ну и плюс к этому, что он был бесплатен
То есть все абоненты ваши имели возможность, Да, имеют да. возможность сегодня, да? Ну и плюс к этому, учитывая как бы прошлый опыт, решили на этом не останавливаться. И вот как раз И вот вы решили еще и переводить фильмы Да. на абхазский язык. Да, Вот да, сейчас да. как раз об этом и пойдет речь, но мы вначале посмотрим репортажи и посмотрим, как это у вас происходит, и как раз С продолжим удовольствием. эту тему. Процесс дубляжа проходит в студии Ама Records. Студия занимается переводом известных мультфильмов и фильмов на абхазский язык уже более 10 лет. По словам известного абхазского музыканта, режиссера дубляжа Анри Гумба, одна из особенностей перевода на родной язык заключается в том, что в абхазском языке есть множество звуков, которых нет в других языках, что создает определенные сложности. Мы, например, подгоняем артикуляцию, мы стараемся больше отталкиваться от оригинального английского языка. Если мультик на английском, то потому что у нас как-то более получается схоже с нашим языком, и нам легче попадать. С выбором актеров, которые должны озвучить персонажей, все просто. За более чем 10-летний стаж работы в этом направлении у Анри сформирована неизменная команда профессиональных актеров дубляжа. Ну, есть такие очень супер талантливые актеры, которые могут там воспроизвести любую эмоцию, но лучше подбирать именно по натуре, по отношению. Потому, ну, как бы уже есть такая база небольшая своя, и я понимаю, глядя, просматриваю мультик, и уже практически сразу я вижу, кто из наших может озвучить. Над переводом полнометражного мультфильма, как правило, трудятся 1,5 месяца. В процессе участвуют 5-6 актеров, практически все они могут озвучивать несколько персонажей. Например, Эрик Мика в мультфильме «Холодное сердце» озвучил сразу 4 героев. Ну, во-первых, тут эмоциональная составляющая. Мы же внимательно смотрим мультфильм и вникаем в своих героев. Как бы мы... То есть тут нужно просто увидеть себя на роли того или иного мультипликационного героя. Продемонстрируйте нам. Да, можно, почему нет? А я Сергей Сапстейт. وبس بزيز بوت وش خرج شايبرك اي حركة بري كريستوف يزبخ ونوحه اي صابخه كسرات شيب سخوچرا سيغوالا شيب او يخلت. На абхазском языке полюбившиеся детям зарубежные персонажи заговорили также благодаря известным певцам Саиди Габня и Нарсоу Абухпа. Нарсоу выступает и автором перевода текста. Дубляж – это сложный и длительный творческий процесс. Недостаточно просто зачитать отрывок. Важно подобрать интонацию, нужные речевые обороты, чтобы голос максимально естественно звучал в кадре. В процессе дубляжа практически всегда бывают ситуации, когда нужно воспроизводить шумы, наполнение. Конечно, можно воспользоваться библиотекой звуков, но в этом есть свои нюансы. В «Холодном сердце 2» есть сцена, вот она как раз, где персонаж, животное наше, он постоянно машет колокольчиком и перебивает актеров, и это наезжает на речь. Я вырезать это из фильма не мог, и в итоге я вспомнил, что у меня дома есть колокольчик, который я, колокольчик, который я купил когда-то в поезде, чтобы дети поиграли с ним, как тот стоял дома. По заказу интернет-провайдера системы студия Ама Records перевела уже 2 мультфильма. «Как приручить дракона 3» и «Холодное сердце 2». Открывая завесу, делимся эксклюзивной информацией. На подходе перевод развивающего многосерийного мультфильма «Фиксики», а также полнометражного мультфильма «Камуфляж и шпионаж». Эти мультфильмы были выбраны подписчиками системы в социальных сетях. Итак, Дима, у вас прекрасная идея с онлайн-кинотеатром, авторских прав нет. Вы можете спокойно лучшие фильмы мировые показывать, и как бы абоненты на это могут тоже, благодаря этому тоже многие могут подключаться, смотреть. И тут вот вы тратите свои силы, средства на то, чтобы переводить мультфильмы. Но если откровенно, с коммерческой точки зрения, это, мне кажется, невыгодно. Почему все-таки вы этим занялись? Ну, тут, наверное, все-таки мы не подходили к этому вопросу с коммерческой точки зрения. Мы вот ранее как раз этот вопрос Сейчас, наверное, обсуждали. будет о патриотизме как раз, да, ваших соучредителей? Ну, я думаю, все-таки это не самая маленькая причина, да, наверное, лейтмотив как раз-таки в этом и заключался, дать возможность нашему населению, именно подрастающему, слышать свою родную речь, потому что проблема абхазского языка, она сегодня очень актуальна для нашей Родины. Вы это по себе знаете?
Ну, в первую очередь по своим детям, да. Вот я сейчас, не вникая в подробности, да, не вдаваясь в подробности, могу сказать, что она действительно существует. Они перестали ее слышать, и поэтому мы хотим таким образом дать возможность все-таки восстановить эту справедливость. И это один момент. Второй момент, ну, все-таки лояльность абонентов, она тоже частично вызвана именно доступностью этих мультфильмов. Я знаю, что до нас абхазские Мультфильмы переводили, мультфильмы, они переводились. Но мы даже изучали их, смотрели, какие-то из них даже и задействовали. Но качество, к сожалению, оставляет желать лучшего. Поэтому все-таки мы в этой ситуации оказались, наверное, более выигрышны, потому что дали возможность своим партнерам, клиентам слышать и видеть качественный контент. Поэтому я думаю, это очень востребовано. И, скажем так, истинные ценители абхазского языка, они оценят, соответственно, дадут возможность своим детям пользоваться нашим продуктом. Более того, мы, в принципе, сегодня это фиксики, как нас уже раскрыли. Вот. Это очень такой, он интересный, сложный сериал. Да, там это очень много, дети очень его любят. да, Да. и дети его очень любят. Поэтому мы именно остановились на нем. И Он буквально и познавательный такой. Кстати, вот мы про это говорим, фиксики, он очень интересный, он очень познавательный, но там и язык сложный. там язык сложный, да. Там но такой научно-популярный. тем не менее, это как раз-таки и побудило И именно еще сделать так, чтобы это дети поняли. Тут уже, наверное, я думаю, в помощь нам родители, которые в случае отсутствия понимания, наверное, приложат усилия и как-то вот по-своему донесут правильно для своих детишек, чтобы они все-таки поняли, о чем идет речь. Но мы все-таки именно пошли по сложному пути. Нам, наверное, это какой-то задор, да, стимул какой-то дает. Кто ваши редактора? Кому вы доверяете? Вот, Вы знаете, вот как раз вот с Анриком Гунба мы сегодня еще там ряд лиц, с которыми мы работаем. Нам очень нравится их работа, качество их работы. И большую часть именно самого процесса мы им полностью доверяем. Это и в выборе актеров для дубляжа, и в переводе. переводчиков, редакторов? Да, да. То есть, ну, мы как бы уже, можно сказать, принимаем работу, мы там привлекаем при необходимости тоже кого-то из своих знакомых. Вы показали, что это можно сделать. Пару человек могут это сделать быстро, качественно. И я, как понимаю, не совсем дорого, да? Вот честно скажите. Ну, я, наверное, опустил бы финансовую составляющую. Не очень будет с моей стороны этично об этом сейчас говорить, но мы действительно хотели бы показать, что это возможно, что, ну, как и мы, да, группа энтузиастов в количестве 4 человек смогла организовать на сегодняшний день, ну, достаточно значимую в сфере связи компанию, так и в направлении перевода мультфильмов на абхазский язык. Я думаю, достаточно там небольшого количества людей, чтобы создать качественный контент, который можно дать возможность к просмотру наших жителей нашей республики. Ну, я, насколько понимаю, вы все-таки ориентированы на детский сектор сейчас. Я думаю, это самое главное. Ребенок маленький, ну, в дошкольном возрасте, он как губка впитывает все, что видит и слышит извне. И если в этом возрасте ему не дать возможность слышать родной язык, то, поверьте, в 40-летнем возрасте это намного сложнее будет делать. Ну, смотрите, я по своему просто ребенку сужу, что сейчас дети, там, ну, моему, допустим, 5 лет, но даже больше, чем мультфильмы смотрят блогеров. Надо их отучать от этого. Да, но есть возможность, допустим, или это уже сложнее? Блогеров переводить? Но все-таки, вот как раз если привести пример фиксиков, да, помимо родной речи, там все-таки много познавательных моментов, а блогеры — это в основном спам, немного ненужной информации, которая забивает все мыслительные процессы детей, поэтому То есть вы предлагаете все-таки ограждать от этого? Я бы постарался оградить их от них. Я думаю, это немаловажно. А кто вот еще вообще принимает участие вот в мультфильмах? Как вы отбираете мультфильмы? Какие? Но вот в репортаже как раз было озвучено, мы мультфильмы отбираем путем голосования на своей страничке. То есть тут мы даем на выбор своим абонентам, клиентам
да и не только им, а всем желающим принять участие в голосовании, возможность выбрать мультфильм наиболее интересный к просмотру. И уже по итогам выбранных мультфильмов мы, соответственно, озвучиваем их, переводим и даем возможность людям их услышать. То есть у вас такое открытое голосование, да? Абсолютно, там никакой нету. Вы следите за востребованностью вообще вот именно Естественно. этого контента? Вот, Мы по-моему, даже он отслеживаем. называется «Наши», да? Ну, раздел, У вас да, мы раздел его называется наполняем «Наши». своими именно фильмами, мультфильмами. Мы, естественно, следим и количество просмотров, и по все там пожелания. Насколько это популярно? Вот я хочу узнать, действительно ли это смотрят, это нужно ли? Но Вот мы исходя из считаем, ваших что это очень популярно. Более того, я вот еще раз хотел бы сказать, мы не пытаемся, мы могли бы сегодня, учитывая востребованность, заняться переводом на русский язык турецких сериалов. Я вас уверяю, популярность была бы намного выше. Мы бы хотели эту популярность навязать, потому что даже если сегодня, хотя ситуация обратная, но даже если бы это было не так, мы бы все равно настаивали на просмотрах мультфильмов на абхазском языке. Вот мы выкладываем турецкие сериалы, но мы не занимаемся их переводом, потому что мы считаем, что важнее дать возможность именно слышать родную речь. А вы следите вообще за просмотрами? Мы Как-то? следим за ним, конечно же, у нас есть для этого все необходимые инструменты. И, в принципе, наверное, на первом этапе информация была недоступна, а сегодня мы, вот, как вы сказали, выделили в отдельный раздел, плюс к этому мы максимально пытаемся и с помощью рекламы в соцсетях и как бы всеми возможными способами донести до наших партнеров возможность просмотра таких мультфильмов, и мы видим, что это приносит плоды. Ну, я к тому, что, может, все-таки и уже... А почему бы и сериалы не переводить? Как вы думаете? Но тут, наверное, еще возможность, она, конечно, напрямую завязана в первую очередь и с возможностями, и не только финансовыми, но и, вы как видели, работа в студии, которая ведется, это достаточно трудоемкий процесс. То есть задаться целью переводить там большой объем контента, это очень непростая задача. Хорошо, я такой хитроумный такой заход сделаю, тогда если будет, допустим, какой-нибудь государственный заказ или грант на это, вы готовы это сделать? Наверное, я не смогу не ответить и сказать, что мы не верим в чудеса, но мы готовы рассматривать этот вопрос. Понятно. Смотрите, вот в репортаже еще в первом Арда говорила как раз об обзорах. У вас есть великолепные, такие остроумные, веселые обзоры фильмов, да, которые вы предлагаете посмотреть своим абонентам. И также вы сделали один обзор. Это у вас, по-моему, один опыт пока, был, да. да, только вот сделать это на абхазском. Да. Как это воспринялось? Вы знаете, очень хорошо. То есть я не ожидал, что действительно вот именно обзор на абхазском языке. Мы даже между собой очень долго на эту тему спорили. Мы шли к этому так достаточно проблематично, но решили попробовать. Но людям понравилось. То есть действительно понравилось, получилось очень креативно. Вот именно эти анонсы, которые мы пускаем на своей страничке, это как бы попытка подачи информации немножко в другом формате, в более таком разряженном, веселом. И мне кажется, людям сегодня именно вот такой юмористичный подход, он Ну вот я к тому и говорю, что необходим взрослую просто, аудиторию да. тоже можно привлечь. То есть вы- Естественно, но тут как бы работать надо по всем направлениям, но учитывая возможности, мы все-таки решили выбрать именно подрастающее поколение. А так, да, мы стараемся максимально донести до своих клиентов возможность именно просмотра на родном языке. Я думаю, если вы обратите внимание на другие страны, это вот Армению взять, пример, Турцию, там, ну, Турцию я там далеко сейчас уже, это все страны постсоветского пространства, если взять. Там сплошь и рядом пропагандируется, ну и в этом ничего плохого нету, что все практически телевидение на родном языке транслируется. Дима, ну мы сказали, что такой коммерческой выгоды для вас в этом нет. Вот что вы все-таки от этого получаете? Вы какую-то гордость испытываете? Моральное всё-таки? удовлетворение и, да, гордость за то, что мы это смогли. И я на самом деле считаю, что если, как и наши коллеги по цеху, так и, как вы сказали, и государственные структуры
инфраструктуры, и кто бы ни был, поддержит нашу инициативу, мы только будем рады, если контента на нашем языке станет больше. Дим, насколько все-таки это вот важно, вот лично для вас, что бизнес не только ради бизнеса, там, ну, допустим, не только ради зарабатывания, там, чтобы там, иметь там, необходимые какие-то там условия жизни, а именно как вот, удовольствие тоже. Безумно важно. Вы знаете, творческий процесс это не просто словосочетание, это действительно сущность. То есть, если единственная задача будет, это понятно, что любая ООО создается с целью там, получения прибыли, но тем не менее, вот именно получение удовольствия от самого процесса, это, наверное, 80%. Ну и плюс к этому надо понимать, что когда человек подходит к творчески к бизнесу, это, наверное, если не 100, то очень близко к 100% залога успеха. Вот я, кстати, вы уже частично ответили на мой завершающий вопрос. 12 лет вы уже на рынке. Я хотела как раз спросить, вот в чем залог вашего успеха. Несмотря на трудности, на то, что вы начинали с нуля, не зная, куда идете, что вы получите в итоге на выходе, вы уже вот на плаву уже 12 лет. Все-таки, если как-то вот определить составляющие. Скажу, наверное, вкратце, постараюсь, Рада. Наверное, сегодня мы уже четко понимаем, куда мы идем, и по большому счету у нас сегодня уже есть и план, есть задачи, и мы поступательно... Все-таки планы и задачи должны быть, да? Естественно, когда мы уже чего-то добились, когда мы уже стали компанией, мы обязаны планировать свое будущее, и, поверьте, планы у нас составлены, и мы их добьемся. Я думаю, вы об этом узнаете. Спасибо большое, спасибо, спасибо, Дима, за разговор. Я, конечно, желаю вам всяческих успехов, и особенно вот в том деле, в переводе мультфильмов. И вот... Я думаю, именно в этом деле вы еще много чего услышите хорошего именно от нас. И мы вас еще порадуем и удивим. Дай Бог успехов вам. Спасибо. Я хочу нашим зрителям вот такой вот анонс сделать сегодня, вот послезавтра в субботнем эфире абхазского телевидения интернет-провайдер «Система» любезно предоставил нам мультфильм, переведенный мультфильм «Холодное сердце 2». Я же не ошибаюсь. Итак, у нас в субботу будет премьера этого мультфильма на абхазском языке. Не пропустите, садитесь со своими детишками. Я думаю, вы получите большое удовольствие. Дима, большое спасибо еще раз вам. Спасибо, Рада. Спасибо большое. Мы с вами встретимся уже с новыми героями в сентябре. До встречи.